что в течение 3–5 лет мы эту отрасль заполним высококвалифицированными кадрами. Продукты информационной деятельности, надо понимать, что они отвлечены от логистики, то есть, находясь здесь, в Осетии, разрабатывая какие-то информационные технологии, можно реализовывать их на территории России, округа или даже всего мира. Поэтому мы полагаем, что в течение ближайших 3, как я уже сказал, 5 лет мы до 1000 человек в эту отрасль ведем, и это будет самостоятельная уже отрасль в экономике Северной Осетии. В 2014 году мы подвели итоги ежегодного республиканского научного конкурса молодых исследователей «Шаг в будущее». В 11 номинациях свои работы представили одаренные дети из всех районов Северной Осетии. Абсолютным победителем стал Георгий Каспарянц, ученик 3-й Владикавказской школы. Теперь он претендент на получение премии президента России в рамках национального проекта образования. В прошлом году я был по секции физика. В этом году я Школа оказалась мощным толчком к научной деятельности, для других открыла новые возможности. Площадка, предназначенная для встречи и обмена опытом молодых ученых, существует и в Северной Осетии. Второй год подряд научный лагерь «Построй свою башню» собирает аспирантов, доцентов и профессоров республики. В скором времени планируется расширить географию проекта до межрегиональных масштабов. Я считаю, что это отличная возможность для нас, для молодых ученых нашей республики, познакомиться, во-первых, обменяться опытом, так как каждый из нас представляет разные отрасли науки, обменяться опытом, и все это будет происходить не в какой-то академической, очень строгой атмосфере, а в непринужденной, уютной, теплой атмосфере. В прошлом году IT-парк «Алания» стал площадкой для открытого первенства Северокавказского федерального округа по робототехнике. Подобные соревнования впервые прошли в Северной Осетии. Робототехника – это одно из наиболее активно развивающихся направлений дополнительного образования в России. Ребята сами спрограммировали своих роботов для участия в 4 различных категориях. В результате соревнований в 2 категориях победу праздновали участники из Чеченской Республики, а в 2 других победы остались за юными механиками из Северной Осетии. Очень важно, что формирование навыков исследования, научного исследования у детей посредством программирования готовит их к такой специальности, как инженер. И сегодня это очень востребованная специальность, и развитие этих навыков позволяет через именно робототехнику, через роботов, через программирование, создание своих уникальных программ развивать эти компетенции. Это наш второй уже опыт. Впервые мы в прошлом году провели республиканский чемпионат. В этом году мы уже провели его на уровне округа. В минувшем году под особый контроль поставили вопрос о проведении единого госэкзамена. Впервые в аудиториях установили камеры видеонаблюдения. С их помощью велась онлайн-трансляция. Как отметил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, изменения в процедуре сдачи экзамена направлены на защиту прав выпускника, а также на то, чтобы сделать тестирование более объективным. В 2014 году на территории Российской Федерации и в Республике Северная Осетия Алания единый государственный экзамен прошел максимально объективно и честно. Это показывают результаты единого государственного экзамена, об этом говорят сами ученики, организаторы. И, конечно, это большой стимул для того, чтобы ребята учились, и для того, чтобы они понимали, что если честно учатся, они могут честно сдать экзамен и честно поступить в тот или иной вуз. Мы на это тоже надеемся, что и в 2015 году в Северной Республике Северная Осетия Алания экзамен будет проходить максимально объективно и честно. К правилам сдачи ЕГЭ школьники уже привыкли. Изменения, вносимые в КИМы, и саму процедуру они воспринимают как данность. Но 2014 для всех выпускников школ России особенный. Впервые ребята писали итоговое сочинение, которое стало пропуском на ЕГЭ. Осетинские выпускники справились с заданием достойно. Зачет по итоговому сочинению получили 92,4%, незачет – 7,6%. Зачет по изложению получили 100% участников.
Сделан еще один шаг к популяризации рабочих профессий в республике. Летом в Ордонском аграрно-технологическом колледже прошел первый открытый чемпионат профессионального мастерства Северного Кавказа WorldSkills Russia 2014. Участниками чемпионата стали сборные команды студентов системы среднего профессионального и высшего образования из 14 регионов Российской Федерации, а также представители Южной Осетии, Германии и Финляндии. Мы сегодня действительно очень серьезный шаг делаем в развитии движения WorldSkills в нашей стране. Мы проводим именно такой окружной, объединенный чемпионат. Он делает вот эти вещи. И что это может дать? Ну, во-первых, мы же готовимся к подаче заявки на 2019 год. Да? Соответственно, чтобы провести так же успешно, как вот мы провели Олимпийские игры в Сочи, мы сейчас уже должны начинать готовиться по всем регионам, по всем участникам к тому чемпионату 2019 года. Поэтому победители этого чемпионата, они как эксперты, они как участники, они наверняка примет кто-то из них соревнования в 2019 году, если мы выиграем, безусловно. По словам министра образования и науки Северной Осетии Алана Огоева, высокой оценкой всей республики за проделанную работу является то, что чемпионат СКФО WorldSkills Russia 2015 пройдет в Северной Осетии. Это решение было принято на 3-й Генеральной ассамблее WorldSkills Russia в Санкт-Петербурге. Фатима Макиева специально для Осетия ТВ.